Assalamu alaikum, saygılı dostlar. Siz hepsiniz bilesiz, men ressam olganım. Ama men çok seviyorum aşların pişirmeyi ve eski reseptler toplayayım. Я познакомлю вас со старинным и довольно забытым блюдом. Это янтыки и чебуреки с начинкой из дико растущих трав, которые были очень популярны у наших предков весной. Для меня это было очень интересно. Я стал спрашивать, и у меня более 20 рецептов записано. Это янтыки, чебуреки и кобите. И даже пите есть. Прям вот смешанное тесто с этой зеленью. То есть наша кухня очень богатая. Это столько масса творчества женского. В каждом селе свои рецепты. Для того, чтобы преодолеть весенний авитаминоз, приподнять иммунитет. Это то, что нужно. Значит, мы сделаем янтыки и чебуреки, потому что это практически одно и то же, просто разный способ приготовления. Там будет мята, это значит дагнане, не просто мята серебристая, а именно такая с блестящими листочками, называется дагнане. Раньше, до депортации, это был основной элемент зелени, который горные татары южнобережные клали в пищу. Верхушки крапивы. Это листья конского щавеля, зеленый лук. Это ассирийский рецепт. Меня интересовала зеленая кухня. Почему? Потому что она спасала людей во время голода. Сейчас мы будем готовить начинку для янтыков и чебуреков. Наши старики рассказывали, что, будучи детьми, они группами уходили на весь день в лес, в поле и возвращались только вечером. Обедать они не приходили. Они говорили без отладок, то есть мы паслись. Они знали каждую травку, каждый корешок, которым можно было питаться. Вот у нас готовая начинка для янтыков и чебуреков. Мы прижарили 4 компонента. Это мята, нане, аткулах, ханжетхан, конский щавель и крапива и зеленый лук, ешиль соган. И после прижарки добавили сюда соль, перец, зиру я добавляю. И после этого добавили сюда сырые укроп и петрушку. Вот сейчас мы сделаем 3 янтыка и 3 чебурека на одной тава. В старину чебуреки и янтыки делали небольшие. Они должны были быть не больше ладошки. Традиционно чебуреки жарились в Крыму на смеси топленого масла и бараньего жира. И им можно было пользоваться много раз. Раньше каждая крымско-татарская семья должна была бы хотя бы 1 раз в год приготовить такое блюдо из дикорастущей зелени. Это считалось савап. Ашен статлолсон, будьте здоровы! Ну как? Очень вкусно.